Башкортостан теряет более половины озимых культур из-за аномально жаркой весны. Аграрии вынужденно меняют тактику. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики заявил вице-премьер-министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Засеяно 95% площадей. Какие еще темы поднимались на заседании, расскажет моя коллега Екатерина Тимиряева. Посевная кампания в завершающей стадии. Аграрии засеяли более 95% площадей. Аномальная жаркая весна вынуждает менять тактику. Как заявил вице-премьер-министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов, ситуация балансирует на грани чрезвычайной. Растения не гибнут, но их развитие замедлилось. Хорошо себя чувствуют только сорняки. Также начинается заготовка кормов. И это тоже редкое явление, происходит задолго до запланированных сроков. За развитием ситуации следят в режиме реального времени. Значит, первое, мы уже теряем объем производства зерна. Значит, мы уже видим, что озимые не дадут более половины тех запланированных количества тонн, которое было запланировано. Ну и видим, что поменяли аграрии тактику и больше упор будут делать на масличные, сахарную свеклу, лен и гречиху. 1300 выпускников в этом году отказались от сдачи ЕГЭ. Это те, кто не планирует поступать в вузы, сообщил министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин. В этом году экзамены будут сдавать около 19 тысяч выпускников. Ради Хабиров пожелал удачи школьникам. Для осуществления контроля за ходом проведения экзамена в республике организовано 3 институционных центра. Общим количеством 100 рабочих мест. Обучено около 300 общественных онлайн-наблюдателей на портале «Смотри ЕГЭ». Кроме того, в 2021 году аккредитовано 1120 общественных наблюдателей. Но удержите, разумеется, чтобы из-за каких-то глупостей не было совершено во время сдачи. Проведите необходимые консультации. Ну и, конечно, нашим выпускникам давайте пожелаем хорошей сдачи. Все-таки год для них такой был сложный. И 2020 год, и 2021 год очень сложный был. И перерывы были в образовании. Но все-таки очень надеемся, что показатели будут хорошие. Китай стал главным внешнеэкономическим партнером Башкортостана по итогам первого квартала этого года. Как рассказала председатель Госкомитета по внешнеэкономическим связям Маргарита Булычева, в Китай отправлялись механическое оборудование и техника, масла, жиры, каучук, резинотехнические изделия. При этом в число 10 ведущих контрагентов республики впервые попали США. По итогам первого квартала 2021 года внешнеторговый оборот Башкортостана увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1 миллиард США. При этом экспорт увеличился более чем на 16% и составил около 860 миллионов долларов США. Импорт увеличился почти на 3%, составив чуть более 164 миллиона долларов США. Ради Хабиров призвал активнее наводить порядок в сфере наружной рекламы. За год силами муниципалитетов и собственников демонтировали 450 незаконных рекламных конструкций из-за несоответствия их архитектурному облику и технического состояния, а также нарушения ГОСТа. Суммарно по республике определено 3756 мест для установки рекламных конструкций. И у нас тут так поделено. Город Уфа 1/3, 1242 конструкции. Еще 1/3 приходится на 9 крупных городов и муниципалитетов, и остальная треть, 1300 конструкций в остальных муниципалитетах. Самое главное, главам разъяснить, где источник. Понятно, что где-то, может быть, в наших дальних сельских районах это не так хорошо работает, но, по крайней мере, для городов, Октябрьский вам пример же, пожалуйста. Поэтому давайте этот вопрос прям посмотрим, потому что каждый раз ищем деньги. Здесь небольшие деньги, конечно, в разрезе будет, но, тем не менее, это деньги, и они на что-то пойдут. Также на оперативном совещании в правительстве обсудили новые данные относительно участка дороги через Башкортостан, высокоскоростной магистрали М-12 Москва-Екатеринбург, о которой президент России Владимир Путин говорил во время послания Федеральному собранию. Делегация Башкортостана успешно защитила проект участка дороги трассы М-12, а также проект реконструкции трассы М-7. Кроме того, стало известно, что республика получит федеральное финансирование на создание опорной сети дорог. Екатерина Тимиряева, Артур Ханов, Азат Ишбулатов, Владимир Шевчук, Родион Матвеев, Виктор Демидов, Ильдус Камалеев. Новости Уфа.